Добрый день, дорогие читатели, интернет-пользователи сайта «Есть я». Дело в том, что в нашей газете тоже появились новые интересные рубрики. Во вторник у нас вышла обновленная Саха-Сиря вторничная с газетой «Эдерсас». А сегодня, в четверг, мы решили тоже обрадовать наших читателей ряд интересных рубрик. Когда будет построена ГРЭС-2, а кто это будет строить, у нас в рубрике «Энергетика» написала Анивера Акимова. Про то, что вот Егор Борисов своим решением приостановил рост тарифов на бензин, сразу на третьей полосе интересный материал. Прошедшая конференция «Киберпространстве, язык и культура». Про это напишет Антонина Эверстова. Мой авторский материал «Украина ТИСТАС». Первое мое образование политолог-международник, поэтому я попытался проанализировать ситуацию на Украине с точки зрения международного права, с точки зрения каких-то вот геополитических событий. Поэтому какой может быть причина объявления войны, соответствующего международному законодательству? Косовский прецедент. Если на Косове были использованы без санкций ООН вооруженные силы НАТО, могут ли на Украине тоже вот такие миротворческие силы могут быть использованы? Вы знаете, что там происходит почти гуманитарная катастрофа, беженцы и так далее. Крымский гамбит, я так называл возвращение Крыма в лоно России. Дело в том, что это блестящая, некоторые говорят, что это блестящая шахматная комбинация была проведена нашими силами, и в результате вот референдум очень такой прошел в мирной обстановке. Невыгодно России ввязываться в конфликт на Украине, потому что там, я думаю, что там какие-то силы стоят, которые специально хотят натолкнуть, чтобы Россия туда вошла и завязла в этой братоубийственной войне. Гостем нашей сегодняшней газеты стал Балбахов, вот такая интересная фамилия. Он председатель общественной организации «Сахабар», студентов, обучавшихся в Хабаровске. Интересная статья, заголовок я бы хотел сказать, в кавычках мы взяли вот «Польза табакокурения». С 1 июля вступил запрет на курение в общественных местах. Открываем новую рубрику, по-русски можно это перевести как «Хобби». И первый у нас гость Александр Ильич Борисов, заместитель председателя правительства. У него, оказывается, такое интересное хобби, как катание на лыжах. Мы впредь будем рассказывать об интересных личностях, людях, которые ведут какое-то интересное свое хобби. Кроме того, у нас подведение будет конкурса предугадывания финалистов чемпионата мира по футболу. Ноутбук. Кто же получит ноутбук, мы уже в скором времени узнаем. Вы знаете, что Джулурган, спортивное предложение Джулурган всегда какие-то такие конкурсы проводит, большие мероприятия. И вся газета у нас проводим такие разные конкурсы. И в перспективе, в ближайшей перспективе, мы тоже будем проводить разные викторины, разные конкурсы. В Якутии, как вы знаете, очень много заболеваний сердечно-сосудистой системы, рак и так далее у нас много. Поэтому мы взяли интересный материал, мнение, скажем, да, 85-летнего Алексея Федоровича Абрамова. Он рассказывает, как дожить до 85 лет, как вести образ жизни. Его материал, его советы можете читать в рубрике «Будь здоров». Годовщина трагедии в Усянском Улусе. Тоже Милан Афанасьев рассказывает, что проведено, какое расследование проведено, какая помощь оказана пострадавшим. Интересный материал, взаимосвязь иммунитета и таких интимных отношений. В рубрике «Мы с тобой». Я бы хотел обратить внимание читателей. Вот, оказывается, у нас был земляк Дмитрий Прокопьевич Винокуров. Он в годы гражданской войны был старостой японского поселка Отасу, в то же время был представителем вот, белого генерала Хорвата, был купцом, якутским купцом, и в то же время был он разведчиком, советским разведчиком. Его с этой стороны, со стороны Советской России, со стороны Японии тоже были какие-то гонения, и поэтому статья заглавлена «Между двух огней». Ознакомьтесь с этой интересной рубрикой. Читайте газету Саха-Сиря, будьте в курсе событий, будьте с нами.